В связи с многочисленными просьбами, а также спорами и провокациями в некоторых ультранационалистических группах Чечни, мною было принято решение рассмотреть и осветить некую карту братской нам Чечни XVII века, границы которой невероятно обширны. Вдруг, игнорируя массу достоверных исторических разносторонних источников, весь Дагестан оказался в пределах чеченских владений. Итак, в данной публикации мы не станем затрагивать и опровергать остальные периоды, а сконцентрируемся на XVII веке, который указан в данной карте. Но перед этим я хочу сказать, что ролик призван лишь прояснить ситуацию народу, который пишет мне по этому вопросу. Публикация несет за собой исключительно образовательную и мирную цель. Игнорировать данный вопрос я просто не имею права. Первое, что можно противопоставить этой карте, это отсутствие каких-либо документальных данных, подтверждающих данное расположение чеченских границ. О появлении акинцев на территории Дагестана я рассказывал в ролике о народах акинцев, поэтому в данной публикации мы постараемся не рассматривать этот вопрос детально. Первое, что нужно сказать, что авторы подобных мыслей игнорируют научную статью «Чеченское племя», составленную природным чеченцем Ваудаевым. Это очень ценная статья, несущая информацию о занимаемой территории чеченского племени, происхождение данного племени, его название, его расселение, переселение на плоскость и принятие им ислама. Племя это образовалось близ истоков реки Аргуна, откуда, нуждаясь в земле, стало расходиться по другим местам. По словам Ваудаева, кумыки называют чеченцев Мичикиш. От слова «мичик» – река в Большой Чечне по соседству с кумыками. Река эта некогда составляла границу этих двух народов. Ваудаев касаемо акинцев пишет, что из-за политической и демографической ситуации акинцы переселились под покровительство аварского хана. Он пишет, Ичкерия не была еще населена этим племенем, ею владели аварские ханы. Аварский хан, имея материальный интерес, различными льготами содействовал переселению ауховцев. Сильные фамилии в дальнейшем нередко уклонялись от оплаты налогов. Размер платы зависел от количества скота, от овец 3%, от крупнорогатого скота 1%. Ваудаев отмечает, что переселившись на плоскость, чеченцы, признавая соседей кумыков и кабардинцев братьями по вере, объединяются и все свои предприятия обращают против русских. Уже в конце 18 столетия ауховцы освободились от власти аварских ханов. Малая часть их еще платила ясак кумыкам, и то добровольно, как и прочие жители плоскости. Качкалыковцы, в свою очередь, усилились и вовсе перестали платить ясак. Малочечены силою оружия сопротивлялись кабардинцам и продвигались на запад. Упрочнению отношений способствовал тот факт, что ислам приняли чеченцы от соседних дагестанских народов и поэтому исповедовали учение шафиитского толка. И приняв ислам, они согласились платить ясак Шамхаву, называвшемуся валием Дагестана, хотя и ненадолго. Итак, 17 век. Разберем же теперь по хронологии границы Дагестана, которые абсолютно противоречат идее того, что данные земли принадлежали чеченским владетелям. С 1601 года по 1645 год правления Рустамхана Уцмия Кайтакского. Из всех источников, касаемых его правления, мы не находим указаний, подтверждающих данную карту. 1602-1603 года прибытие в Москву посольства Кафыр-Кумухского владетеля Андия от Шамхава Тарковского Сурхая и Андреевского Султан Махмуда. Судя по данному посольству и переговору, данные правители вели независимую политику. В 1604 году нападение на русские крепости в Северной Кумыкии Султанмута с отрядами кумыков и черкесов в союзе с крымскими татарами. Также разгром царских войск объединенными дагестанскими силами в Караманской резне. И в данном случае мы не находим абсолютно никаких подтверждений данной карты, так как мы имеем массу источников, как турецких, так и русских, так и, собственно, дагестанских. Жизнь бурлила на территории Дагестана в 17 веке, и все, что мы имеем, абсолютно противоречит данной карте. В 1605 году выступление объединенных сил турок, кумыков, лезгин и аварцев против отряда князя Долгорукова в Кайсинской крепости. В 1615-1619 годах феодальные усобицы между Крым-Шамхавом Ильдаром и индреевским владельцем Султанмутом. В 1616 году созыв съезда князей в Тарках с участием Гирея, Газикумухского Алибека, Кайтакского Уцмии Рустамхана, Шамхава Андия, Эндреевского Султанмута для обсуждения вопроса об отражении персидской агрессии в Дагестане. И рассматривая данный съезд, мы также не находим подтверждения данной карте. В 1623-1624 годах путешествие московского купца
Котова из Астрахани через Дагестан и Азербайджан в Персию. В 1627 году составление книги «Большой чертеж» с описанием Восточного Кавказа, которая также противоречит данной карте. В 1633 году очередной съезд князей в Эндрее с участием Султанмута Эндреевского, Газикумухского Алибека и Кайтакского Уцме Рустамхана для утверждения Крым-Шамхавом, то есть наследником, Айдемира, сына Султанмута Эндреевского. С 35 по 41 года правления в шамханстве Тарковском Айдемира. В 1637 году в декабре прослеживается путешествие Гальштинского посольства Адама Алиария от Шимахи до Дербента и Тарков, который также оставил сведения противоречивые данной карте. В 1647 году путешествие турецкого историка и географа Эвлия Челеби по Кавказу, который также оставил противоречивые сведения, не подтверждающие границы данной карты. В 1651 году в ноябре нападение Шамхава Сурхая, Уцме Амирхан Султана, Казан-Алипа Индреевского и персидских войск на Цунджинский городок. В 1670 году пребывание знаменитого гаванского путешественника Яна Стрейса в Дагестане. В 1678 году прибытие посланцев Шамхава Будая и Кайтакского Уцме в Москву, которые также представлялись независимыми политиками и в переговорах которых также не указываются чеченские владетели. Можно привести еще массу фактов, подтверждающих, что данные границы являются ложными. Они несут за собой цель провокации и ни в коем случае не сплачивают наши народы и не приносят пользы для нашего братского и мирного сосуществования. Я же в свою очередь хочу призвать всех дагестанцев не реагировать на комментарии провокаторов, которые, сидя через левые профиля, представляются чеченцами и дискредитируют наш братский народ в глазах дагестанцев. Чеченцы исторически являются братьями нашими. Множество раз наши предки вставали под единым знаменем и бились плечом к плечу против внешних агрессоров. На протяжении тысячелетий они взаимодействовали и помогали друг другу. И как бы кому не хотелось посеять раздор между братскими народами, мы, как представители своих народов, обязаны не запятнать позором нашу честь и не поддаваться на провокации, подпитанные кукловодами. Дабы наши предки гордились нами, продолжить жить в дружбе и братстве – наша непосредственная задача. Призываю вас всех, братья мои, не ведитесь на провокации людей, не представляющих свои народы, не судите по глупым невеждам в комментариях о целых народах. Будьте благоразумны. Мир вашему дому. По поводу появления акинцев в Дагестане, первый историк и этнограф из чеченцев Лаудаев в 1870-е годы писал: ауховцы называются аки. Название это они получили от того, что, живя прежде в Аргунском округе, составляли членов акинской фамилии. Скудная почва земли, принадлежащая этому обществу, заставила половину этой фамилии переселиться в Аух, где кумыками и русскими переселенцы назывались ауховцами. Сами же они для себя удержали название первобытной фамилии Аки, то есть выходцев из Аки. Как следует из предания самих акинцев, их предки примерно в конце 16-го, начале 17 веков в силу ряда социально-экономических, демографических и других причин вынуждены были покинуть места своего древнего обитания в Улам-Аки, постепенно двигаясь на восток, расселились по долинам реки Мичик, а затем под давлением калмыков, примерно во второй половине 17 века, акинцы переселились в горы к реке Ямансу, где и образовали свои поселения. Письменные источники 18-го, начала 19 века также подтверждают, что акинцы расселились на землях, принадлежащих кумыкским князьям. Ауховское общество формировалось из представителей различных вайнахских тайпов. Арсаханов, основываясь на народных преданиях ауховцев, приходит к выводу, что основная масса состояла из акхи, чем объясняется и общее название переселенцев акхи. Несколько иной точки зрения о роли акинцев в сложении ауховского общества придерживалась Волкова, которая считала, что восточные равнинные акинцы представляют смешанную в племенном отношении группу, образующуюся из орсхойцев, горных чеченцев, преимущественно ичкеринцев, и менее акинцев. Основу этой группы составляли карабулаки, это Щичой-Тейпа, переселившиеся на восток из Акилам, то есть горного Аки. При этом карабулакский тайп Щичой известен и в настоящее время среди ингушей. Другая этническая группа дагестанских чеченцев обосновалась примерно в конце 17-го, начале 18 века в
севернее Ауховского общества в 6 селениях, расположенных на этнической территории аксаевских кумыков, на стыке нынешних границ Дагестана и Чечни. Процессы расселения и роста численности этой группы описаны Буцковским, который еще в 1812 году отмечал, что при выходе их из гор на понизовье Сунжи и Терека чеченцев часть всех последних была выведена аксаевскими владельцами и поселена на их земле у подножия Черных гор между Сунжи и Аксай-рекой на известных условиях под названием Качкавыков. Сии качкавыки размножились приходом многих новых чеченцев. В 17-18 веках из Чечни в предгорье и на равнину Дагестана устремились выходцы из карабулахских и ингушских таипов. Однако основную массу переселения в Аух составляли представители чеченских, преимущественно ичкеринских таипов. Переселение чеченцев из Чечни в ауховские селения продолжалось в XIX веке и позже вплоть до 1944 года. В ауховских селениях оказались также представители соседних этнических общностей – кумыков и аварцев. Этот процесс зафиксирован Норденстамом, который в 1834 году писал, что племя, вышедшее из ущелья Аксая, Халхаву и Гудурмеса, то есть чеченцы, смешалось с кумыками. Часть сонного смечика перешла через Качкавыковский хребет на земли аксаевских князей и поселилась там. Сии теперь называются качкавыковцами. Другая часть, поселившись на землях андреевских князей в ущельях Акташа и Ямансу, получили название ауховцев, коим от времени до времени присоединились разные таулинцы, то есть горцы, аварцы. Исследователь 19 века Шихалиев отмечал, что они, саватавские аварцы, считаются в родстве с ауховцами. Поскольку ядро первопереселенцев в Аухе составляли акинцы, а остальные карабулаки и представители чеченцев и ичкеринцев поселялись рядом с ними в течение определенного времени, то языком общения, а вслед за этим и родным языком стал акинский. Быстрому сближению и переходу на акинский диалект способствовали, с одной стороны, большая этнокультурная близость и родство всех вайнахских этносов, а с другой, несколько изолированное от остальных вайнахов и относительно самостоятельное развитие ауховского общества. Также стоит упомянуть, что по мнению Гинько, поддержанному Кушевой и Волковой АК ингушское общество в 20 веке оно очеченилось, а акинцы были первоначально ингушами. Предки акинцев и вообще чеченцев после переселения из Чечни в Аух оказались на землях, подвластных дагестанским феодалам. Об этом писал чеченский историк Валудаев. Ауховцы продолжали быть в зависимости от андреевских князей вплоть до 1840 года, когда во время национально-освободительной борьбы горцев имам Шамиль освободил их от податей за участие в движении. В 1841 году во время карательной экспедиции царских войск в Аух и некоторые другие земли были истреблены около 250 семейств, то есть половина всего ауховского общества были переселены в Андрееву деревню и окрестные кумыкские селения, как говорилось в одном из военных донесений. В последующие годы за участие в восстаниях 1867-1877 годов часть жителей ауховских и других чеченских аулов была насильственно переселена в равнинные селения Кумыкского, то есть Хасавюртовского округа. Так, в конце 1877 годов 1200 семей из чеченцев и из Ичкерии беспрекословно выселились на плоскость, где данным был временно приют чеченцами, ауховцами и кумыками, пока не решит правительство дальнейшую их участь. Сказано так в одном из архивных документов.